Отпустил собак. Вышли на прогулку. 2 недели они уже так не бегали, не гуляли. Первая прогулка такая. Вон туланчик побежал. Вот он, ребята, прогульщик. 2 недели уже не снимал ничего. Вчера выписали из больницы. Сегодня 7 число. Вон мои друзья. Уйди, гуляй. 7 число, вчера выписали. Вчера 6 было. Належался я. Достаточно. Много планов было, конечно. Все планы. Все планы у меня рухнули. Накрылись как медным тазом. Были еще в планах походы по мосту. К сожалению, ничего у меня не получилось. Кругом стреляют. На другом берегу, выше. Все заливает. Это, как стреляют. Это еще цветочки. Это еще будет заливать там. Кругом. Луга эти все зальет. Лес. Ну, и у меня планы такие тоже были. Я вчера выписался и никуда и не хотел. Думал, отдохну 1 ночь спокойно. А завтра уже, если погода будет, завтра сходим на болото и посмотрим. Упала Айдана. Сходим на болото и может будет какая-то охота. А сейчас я вышел просто погулять. Сейчас 4 часа 35 минут утра. Рано утром вышел. Я схожу сейчас к своей будке. Вон туда, вон моя старенькая будка. У нее там должна быть лодка. Не знаю, где она сейчас, моя лодка. В принципе, когда я лежал, мне один товарищ выслал смс, что лодку он приподнял. А сейчас вообще уже вода вышла из берегов. Не знаю, надо посмотреть лодку и, как сказать, лодку пригнать вон туда, в те места. Но это я вкратце покажу, что я буду как делать. Заброшенные дома. Ни заборов, ничего нету. Вот еще тут живут в некоторых домах. Буквально еще десяток лет. Ну и еще там тоже умирают там. Вот одни столбы только остались. Вот такие делишки. Вот такое из досок такая мост или что там называется это. Вот по нему и схожу. Я обычно там прогуливаюсь, но там все залито уже водой. Без лодки там уже не перейти. И сходим нашей тропинкой, где я обычно спускаюсь к речке. Там посмотрим. Если лодку туда не пригнали, значит он где-то на другом берегу. Ой, блин, ладно. Кобылина такой, как лошадь пробежал. Тут тоже кипела жизнь в этих домах. Вон, смотрите, что осталось. Здесь видно баня была. Вот такие делишки, такая картина в наших деревнях. Ну, всю деревню еще пока не снимал. Но в каждых уголках не побывал. Где-то есть хорошие, ухоженные дома. В основном тоже бывает, попадают вот такие. Ну, вот наша тропинка, наша дорога, ведущая к речке. Вот здесь я обычно спускаюсь, то на машине, то пешком, с собаками, без собак.
Первый раз купается в этом году Айда. Но не может без воды. Так. Уйди. Вот это и есть радость жизни. Так, ну-ка уйди. Уйди, вон. Я пока не вижу. Я пока не вижу свою лодку. Значит, он на другом берегу. Вон там, возле будки. Да, на ветерок поставлены. Этот китайский двигатель покупают сейчас. Ой, вон. Не надо весло. Не надо весло. Весло надо. Так, весло есть. Я возьму эту лодку. Банда. Вот эту лодку возьму. У знакомого, он здесь живет. Джулюка. Ну ладно, пошли. Перейдем и там посмотрим установку. Ну-ка, иди. Вот так. Чалили. Мы на малой земле. Последний двор, где был последний хозяин, где жил еще один человек, и то уже умер в этом году. Больше никого здесь не осталось. Вот такая рухлядь только остается. Вот такая рухлядь. Влад забывает, что это река. Наслаждается, может, не знаю. Не знаю, в этом году речку перейдет или нет. Вон наша будка. Так. Вот смотрите, сколько воды. Но это еще малая часть. Это все зальет. Моя будка где-то еще метр воды поднимется тут. Метр воды. Так. Надо идти, чтобы сапоги не проткнуть. Старые доски. Так, вижу лодку, ребята, я. Все нормально. Весло нам надо взять. Там моя лодка. Жива-здорова. Спасибо Игорю Борисовичу, который приподнял мою лодку. Мощное, огромное спасибо. Только идти. Уйди. Что ты будешь делать? О, блин. Ну, уйди. Ой. Я весь сырой. Ну, уйди. Ладно. Я твою. Ну, купи, купи. Я набрал воду. Ну-ка уйди. Бешеные вообще. Столько энергии уже у них. Я весь сырой. Там яма оказалась. Я не подумал, что там яма, короче, стала и плюхнулся. Так, сейчас сходим к лодке, потом сюда подъедем. Смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Как они соскучились от этой свободы уже. Ну, гнилые заборы.
Какое прекрасное время я просрал в этом году, блин. Ледоход. Все это делаю. Да. От судьбы не убежишь. Вон она, лодка. Знаете, вот. Она лежала вон там за забором. Спасибо. Еще раз хочу сказать. Да, за уход. За уход. Знакомые хорошие. Тут цепь. Так, непонятно. Ага, обычная цепь. Забыл, наверное, я. Это надо с собой сразу взять тоже. Только уйди. Уйди. Грязные вы все, давай. Уйди, уйди, уйди. Вот так я и воюю с ними. Им хочется, чтобы я больше внимания уделял, ласкал больше их. На это сейчас вообще грязнули. Не подходи. Фу, немножко вспотел. Одет по-теплому. Одет по-теплому. Да и так как-то не по себе еще чуть-чуть. Вчера вообще я вышел из больницы, как-то меня от наплыв от этого свежего воздуха вообще штормило. Голова как будто не своя. Ну, все нормально. Сегодня вчера баня была, выспался, отдохнул. Сейчас будем дальше придумывать, снимать. Если планы не поменяются, если погода будет, как говорил, завтра будет охота первая, я надеюсь. Сегодня лодку я перетащу отсюда, чтоб завтра, завтра, говорю, сегодня вечером уже, сегодня вечером даже, до сюда обратно поплыву на веслах, перейду речку и пешком где-то час ходьбы. Вот. Ты смотри, летят. Так, еще может многим интересно, чем я лежал в больнице, как попал. Если кому интересно, у меня в планах тоже сейчас на днях, может, так сегодня 7-е, может завтра уже стрим, наверное, небольшой, коротенький сделаю, где-то часик посижу. Ну, расскажу всем, как я попал, что было, что случилось. Заодно сейчас еще, вот видите, я горки, штаны у меня. Я обычно хожу на куртке, а сегодня штаны одел. И спрашивали, какая горка, какой костюм. Это демисезонный костюм, ребята. Ну вот смотрите, здесь вот как бы плащевка. И я в спешке там прикупил, ну, вроде куртка подошла, все, рукава хорошие. А под этой плащевкой ничего не оказалось, ни флиса, ничего. Одна плащевка. И когда ты ходишь по улице, там у тебя колени как будто на улице тоже. И я с внутренней стороны, я все, как его, еще утеплил. 2 слоя джинсового, это штанишки старые были, я еще, как сказать, шил. И сейчас вот у меня как бы здесь утеплен. Надо при покупке конкретно тщательно проверять, где какие там тепло или еще 1-2 слоя флис. Надо попробовать как-то оставить тулана, перейдет речку или нет. В прошлом году категорически еще не переходил. Ну что еще? Пока, наверное, снимать длинное видео не хочу. Я сегодня это поснимаю и сегодня же выложу. Я дал всем знать, что я уже сейчас дома. Сейчас еще выйдет или завтра, или послезавтра один фильм. Апрельский фильм «Последний поход». Тоже
наверное, минут 40 фильм будет. Хороший фильм. Прогулялись с собаками тоже. Ну уйди. У нас сломался буран и пришлось буран не повез меня на первую избу и просто прогулка. Спонтанная такая, спонтанный поход такой получился. Вот. И потом уже дальше, наверное, будут свежие фильмы майские уже буду снимать, показывать, что как. Значит, до 4 еще стреляют. 4:30 последняя стрельба еще была. Все прекратилось, наверное, перелет закончился. Позавчера хороший перелет, как говорили, было. Пена идет по как сказать, по реке. И видно, что вода еще поднимается. Вот такие дела. Где-то лодка идет. Ладно, сейчас я буду... О, выстрел. Второй. Но на глаза еще ничего не попадалось, ни одной утки. Я буду лодку отсюда убирать. Успокойте. Туман, фу. Бешеный козел. Давай речку переходи, быстро встанем. Класс. Не знаю, ребята, в кадр попал или нет. Такая картина. Там Вайда выскочила, и Тулан наоборот хотел сесть на лодку у меня, но я не впустил. И он оттуда, с тех буток по речке там бультыхался. Пока ничего так не получается, но самостоятельно уже. Не ожидал, что вода там без дна, блин. Побежал и из-под лав дно пропало. Хотел сесть в лодку, я не впустил. Ну и так он искупался. Громко там. Хлопает лапами. Непривычно. Ну, все получится, уверен. Но как? Так, ну как вы видели, еще загрузил я свои рыболовные снасти. Хотел еще
по последнему льду сходить на рыбалку. И как вы видите, какой день? Как вы видите, у меня лед. Я приехал, и льда уже нету. Все. Вот такие дела. Вот действительно у них энергии накопилось. Вот это да. Действительно места не находят. Сейчас я это отнесу домой. Сейчас пока народ спит, молодежь, чтобы не видела, как я ходил по открытой воде на рыбалку. С ящиком, с ледобуром, с палаткой на плечах. Такие дела. Так. Да, как-никак все равно лодку надо туда. Вот я кружок такой сделаю, вон там, и там оставлю, где вот он с андулином, с красным андулином дом. Там они у меня, если что, присмотрят за лодкой до вечера. А вечером я обратно здесь поплыву и, как уже говорил, на охоту. Все, поехали. Мой халяши. Халяши полная. Мам. Ну все, ребята, лодку мы тут оставляем до вечера. Вечером уже, как и задумал, пойду я на охоту. Немножко попотел тут, пока возился с лодкой. Хорошо. Ну все, вот такая экипировка. Гуси где-то. А вон гуси летят. Это вторая стая на... Сейчас я пока с лодкой возился. Первая стайка летела буквально 100 метров от нас. На поле, на кормежку идут. Косяк такой летит. С болота. Ночевали на болоте, а сейчас на кормежку на луг идут.
тащу с собой ледобур, палатка, где вы перейти. Вон. Так. Все, пока народ спит, надо по-быстрому сматываться отсюда, чтобы меньше видели, какой я охотник с ледобуром. Такие дела. Колодец старый, не знаю, думаю, даже пользуется, ведро еще не ржавое, видно, еще воду берут оттуда. Но здесь еще будет заливать, думаю, еще вода будет прибывать, пока дождя не обещают, но дождей все равно снега еще здесь очень много, дофига на севере, там по пояс еще снега. Вот так. Ну все, ребята. В общем, я дома. Ждите новые видео. Будем снимать сейчас на охоту, походы. А на сегодня все. Всем пока и удачи.